Христос воскрес! І сядить праворуч Отца у небе. Так мы вызнаем нашу веру. Мои дорогие, сегодня Иисус у Евангелии, сутешая нас, и каже, как мы не тревожились. Нехай не тревожится серце ваше. Я думаю, что кожен из нас ведает, что такое тревога в сердце, не? Кто из вас не отчувал ни разу в своем житті тревоги в сердце? Поднимите руку. Есть такие? Я думаю, что немає. Кожен из нас ведает, что такое тревога. Давайте подумаем, что такое тревога. Тревога в сердце – это тоді, коли мы якби губляем грунт под ногами, да? Мы не ведаем, что зараз буде. Нас починає пановувати некий страх парализовать, мы отчуваем себе нестабильно, нечто происходит с нами, да, и вот такая тревога в сердце. Часами мати, отчуваючи тривогу в серці, дзвонить своїй дочці, дочушка, у тебе все добре? Да, мамочка, у мене все добре. А ось, чому ти до мене дзвониш? А вона каже, бо некая тривога на серці. Это нормальное людское почуття. Але есть тревога неопанованная, тревога, которая ведет человека до паники, до страху, до отчаяния и разворачивает его, и вводит его в депрессию. Ось такой тривоги нам треба позбігати, брати і сестри. До такої тривоги у серці довів дьявол Адама у раї. Коли нарисував перспективу в Єві, каже, напевно, коли з'їсте плод, заборонений Отцом, не помрете, ви будете як боги. Ось в этой перспективе, нарисованной дьяволом, да, и мы не послухались Отца, и вспомним, что переживал Адам у раї. Переживал страшную тревогу и боязнь, и он сховался от Отца. И как не рука Отца, как он не протягнул свою руку Адаму, и не протягнул свою руку человечеству праз Иисуса Христа, мы все бы находились с вами в депрессии, которая довела бы нас до пекла. Но Отец нас не покидает в тревозе. Отец дає нам Иисуса. Зauważcie, Господь, Сын Божий, Иисус, прошел шлях великого терпения, знищення, тривоги. Вспомните Иисуса в саді Оливному. Чи Иисус тривожився в саді Оливному? Тривожився. Страшно тривожився. І казав, «Ойча, адими від мене гэтый келих». Тяжар тривоги, страху перед смертью, и он почав парализовать Иисуса. Але Иисус каже, «Ойча, воля твоя, не моя». А яка есть воля Отца? Как мы все были избавлены. Отец протягнул нам руку праз Иисуса. И тому Иисус нам сегодня каже, нехай не тревожится ваше сердце. Верьте у Бога и у меня верьте. У доме моего Отца шмат світлиць. Как так не было, я бы вам не сказал, что иду подрыхтовать вам место. А коли пойду и подрыхтую вам место, я приду снова и заберу вас до себе, как и вы были там, где я. Мои дорогие, наш дом, наша Айчина – это не Земля, не планета Земля. Наше место – это дом Отца. И вельми важно, как мы не поддались вот этому страху, как тревога, которую мы зараз все натурально переживаем. Все переживают тревогу.
Ад прэзідэнта пачынаючы праз епіскапа, святара, монахіню, міністра, кожнага звычайнага чалавека, усе перажываюць трывогу. Але не можам даць злому духу, каб ён давёў нас да дэпрэсіі і развярнуў нас ад Отца, то вы запытаецеся, якім чынам не дапусціць да такога стану. Давайте поразважаем. Каб у нашым сэрцы, у которым узнікае натуральным чынам трывога, не запанавала паніка і страх пекельны, да якога вельмі жадае д'ябал давесці кожнага з нас, то нам патрэбна ласка веры, надзеі і любові. А гэта дары ад Господа. Я так аналізую, чаму людзі паддаліся раптоўнай паніцы, калі вось эта пандэмія пачала паралізаваць і апаноўваць увесь свет. Чаму? Секулярызм, недахоп веры давёў многіх людзей, даводзіць да панікі. Таму што, уявіце, вера – это што? Вера – это спадзяванне на тое, што ўсё закончыцца добра. Якім бы чынам і што бы мы не перажывалі, усё закончыцца добра. Езус нам паказаў это. Ён прайшоў крыжовы шлях, ён прайшоў пакуты, ён прайшоў выпрабаванні, ён прайшоў смерць. Але ў паслухмянасці Отцу і трываючы з Отцом, Езус кажа сёння ў Евангеліі: «Я і Отец адно». Езус уваскрос. І калі ў тваім сэрцы ёсць жывая вера, жывыя адносіны з Господам, то ніякім чынам не апануе цябе вось гэты параліч пекельны. Таму што ты ведаеш, што твой лёс у руках Отца. А калі Господь кантраліруе ўсё, то ці ж Ён не скантраліруе і твой лёс? Неважна, у жыцці ці ў смерці, ты належыш да Пана, ты належыш да Господа, так кажа Пісанне. Калі нема ў сэрцы надзеі, што такое надзея? Надзея – это не просто вот я же спадзяюся, што заўтра я получу зарплату. Нет? Это важная надзея. Але хрысціянская надзея – это што? Это эсхаталагічная перспектыва, што бы з табой ні сталася, ці ты хварэеш, ці ты будзеш калекам, ці ты будзеш здаровы, ці ты да 100 гадоў пражывеш, или до 40, твоя перспектива – это жыццё вечнае. Не ты контролируешь. У Библии сказано, да, что не от богатства, не от материальных добротов залежит твое життя. Это абсолютно не от этого. Иисус нам показал это в приповести про богатого человека, який назбирал богатство и не ведал, что с ним робить. А ему было сказано вночи: «Глупец, еще этой ночью заберут тебе душу, и кому достанется то, что ты назбирал». Надея христианская – это перспектива, то, что ты живешь тут часово, але твое життя николи не заканчивается. Николи, разумеете, николи. Потому что Господь тебе створил на свой образ. Ты маешь душу несмиротную. А перспектива любови – это что? Разумеете, коли человек не адчувае любові, то нават у звычайным вымярэнні людскім. Чаму людзі адчуваюць трывогу і неспакой? Чаму людзі паддаюцца вельмі часта дэпрэсіі? Таму што яны нелюбімы. Альбо не адчуваюць любові. І гэта вельмі часта людзей заганяе ў такі стан. А д'ябал увесь час хоча нам паказаць: нет, тебя никто не любит. Ты нелюбима. А на что такое? Что такое любовь? Любовь это здрада, да? Любовь это отчай, любовь это крылды, любовь это проигрыш и так далее. Это ложь. Любовь это вечная каштовность, которая
ніколи не исчезнет, потому что это сутность Бога. Бог есть любовь. И коли твое сердце переполнено Божьей любовью, Божьей лаской, то твое сердце ніколи не будет опановано параличом. И какие бы тревоги не возникали, у им завсёды Отец утешится. Завсёды Отец подтримает. Примите, браты и сестры, самую головную правду, про которую сегодня Иисус нам кажет. Филипп, столько часу я с вами, а ты не ведаешь меня? Кто меня бачил, бачил Отца. Мои дорогие, мы так с Иисусом повинны уходить в относины интимные, близкие. Мы так повинны Иисусу открывать свое сердце, как Он у меня створил свой образ. Отец тоді глядите на меня, як на свое дитя. Разумеете? Открытость сердца. Сердце перестанет тревожиться, коли оно будет открытым. Видите, у чим моц дьявола? Да? У чим моц дьявола? І праз гэта ён заганяе многих людей менавіта ось у такі адчай. Тайна. Ничего не говори, никому ничего не говори, никому ничего не говори. Никогда не признавайся в своих грехах. Никогда не говори о своих страданиях. Никогда. Вот это сила дьявола. И он таким чином загоняет человека у его ранах, у его проблемах, у его тайнах нібито, да? Его добивает. А открытость сердца перед Господом, открытость сердца перед духовником, открытость сердца на споведи, открытость сердца на адорации, открытость сердца на святой коммунии – это оздоровление твоей души. Это принятие часами горькой правды, але коли Отец даст тебе ласку пробачения, коли Отец вылье в твое сердце свою горячую любовь, ты оздоровляешься, ты начинаешь жить. И твое сердце, переживаючи розные тревоги, николи не поддастся панице, николи. Иисус показывает нам этот шлях. Святый Петр Апостол сегодня нам каже, другим читанием, вельми важно. Для вас, верующих, и Он, Иисус, коштовность. А для неверующих это камень, который откинули будовники. Это камень преткновения. Камень спотыкнения и скалой спокусы. И они спотыкаются об Его, бо не покараются слову, для этого яны и призначены. Разумеете, для неверующих Иисус – это скала преткновения. Это, нет, дальше не пойдет. Дьявол не допускает. Спокушающий человека, никогда не открывай тайны свои, не отдавай их Богу, Он тебе не поможет. Не, оставайся сам своими проблемами. Открыто сердце на Отца – это свобода. Нехай не тревожится ваше сердце, каже Иисус. Верьте в Бога. Доверяйте Отцу. Доверяйте мне, каже Иисус. Знаете, сучасный человек, створивший себе Бога, нібито Бога, да? Взяв під контроль життя чоловіче, інвітро, інвіво, еутаназія і так далі. Да? Чому вони не візьмуть під контроль то, що ми називаємо коронавірусом? Чому вони не візьмуть під контроль війни? Чому вони не візьмуть під контроль вогуле життя чоловіча у сенсі того, що перспективу нарисувати якусь? Я не хочу такого Бога. Человек – это не Бог. Человек – это смертное, тут на земле смертное створение. У перспективе вечности и он может стать на подобенство Бога, так как у Писания сказано, только тогда, когда он с Богом будет. Без Бога и он перетворяется у демона.
Чоловік без Бога, мої дорогі, наприкінці життя перетвориться в беса. Поэтому вельми важно. Открытость нашего сердца перед Отцом. Як дети. Будьте як дети перед Отцом и не тревожьтесь. Усе тривоги вашего сердца складайте тут, на алтарі Єзусу. А Єзус їх представляє Отцу кожний раз, коли святар оферує тіло і кров Його. Тому приймаємо Слово Ісуса сьогодні з відкритим серцем. І ще раз повторяє Ісус, нехай не тривожиться ваше серце. Вірите в Бога і в мене вірте. Амінь.